Здравствуйте, на канале НТС информационный выпуск, в студии Джилдош Исаков, и вначале коротко о главном. Отделить зерна от плевел. Трансформация должна коснуться лишь земель, на которые у владельцев есть документы. Президент вернул закон на доработку. Езда на скорости, а жертвы пешеходы. Двое парней стали жертвами автонаезда. Части их тел оказались в салоне сбившего их автомобиля. Уже завтра вступают в силу оставшиеся 18 техрегламентов ЕАЭС. Товары на экспорт и для страны должны соответствовать всем стандартам Союза. Шерсть дыбом, рога кверху. Машина-зверь. На таком забавном автомобиле в Бишкеке проездом оказались участники ралли в Монголию. Выпавшие осадки спровоцировали прорыв озера Челектур, которое находится в Высокотинском районе недалеко от столицы. Как сообщили в МЧС, перелив воды начался сегодня примерно в полдень. Поток, который превратился в сель, повредил несколько хозпостроек и электрических столбов. Дорога Койташ-Горная Маевка, курорт Исыката, временно закрыта. На месте работает оперативная группа МЧС, также патрульная милиция. Само озеро находится на высоте 3680 метров в бассейне реки Ноурус. Имеет первую категорию опасности. Его объем составляет 80 тысяч кубометров. В зоне прорывного поражения находятся села Учемчек, Туз, Дачи и Водозабор. На моей памяти здесь такой чрезвычайной ситуации никогда не было. Когда прибыла вода, я пас баранов, не успел их спасти. Сель унес все 50 моих баранов, благо сам я успел спастись. Я обедал в сарае, когда услышал сильный грохот. Было такое ощущение, что едут танки. Вышел посмотреть и увидел, что движется сель. Я еле успел отогнать свою скотину в безопасное место. Высота моего сарая 1,5 метра. Посмотрите, что от него осталось. Последствия наезда на пешеходов, смотреть на которые слабонервным запрещается. Происшествие случилось на трассе Бишкек-Карабалта в районе Военно-Антоновки 9 августа в 12:30 ночи. 21-летний водитель на трассе Бишкек-Карабалта насмерть сбил 2 человек. При ударе жертвы пробили головой стекло, телом смело кузов. Точная скорость, с которой ехал водитель Subaru Legacy, инспекторами пока не называется. Место, где случилась трагедия, уже давно имеет дурную славу, говорят местные жители. Подземка непригодна, светофор водители игнорируют. После аварии на трассе Бишкек-Карабалта уже не осталось никаких следов. Местные жители подробностей смертельного наезда не знают. Им известно лишь, что трагедия произошла в ночь на 9 августа. 3 парней в этот момент переходили дорогу. 2 из них погибли. 2 парней сбил автомобиль марки Subaru, несшийся по трассе на большой скорости. Оба были жителями села Военно-Антоновка. Одному было 29 лет, другой на год старше. Удар был такой силы, что не выдержало даже лобовое стекло автомобиля. Погибшие проломили его головой. Вот ехали, получается, два человека резко вышли справа. Ага. Они сплошной не дошли, получается, в этот момент. Сколько скорость ваша какая была приблизительно? Скорость не знаю. Приблизительно какая? Выше 100, меньше 100? Там больше 100. Да, больше 100. Выше 100. Я ему сказал, брат, платишь. Водитель что, пьяный, трезвый? Нет, трезвый. Как там вот здесь. Қанша киши болчу машинада? Рядом я вот слева, справа. Что, кто не прав, по твоему мнению, здесь? Вы не правы или кто не прав? Б4, да, вот здесь? Не, он водитель. На моей камере я просто... В 102 позвонил друг погибших ребят. Ему в буквальном смысле повезло. Несколько минут ранее он уже успел перейти дорогу. После случившегося парень был в шоковом состоянии. 96-й. Временный, блядь. За превышение, да, стопудово? Известно, что на допросе водитель не отрицал, что ехал на большой скорости. Вроде как спешил, а пешеходов просто не заметил. Оперативная группа выехала, составили протокол. Автомашина поставлена на штрафстоянку. На сегодняшний день проводятся следственные мероприятия. Водитель этой автомашины водворили ВС Сокуловского района. Местные жители называют роковой ту часть дороги, на которой произошло ДТП. Только после нескольких несчастных случаев здесь установили светофор. Светофор вот тут, контрольный вот.
Школьники нажимали, да, вот. Потом группа проходит в сторону школы, а со стороны школы домой. И тоже сейчас не работает. А тут подземка. Поскольку я знаю, уже лет 10 здесь тоже не работает. Контроля нет, постоянно полный мусор. Никакого внимания со стороны аэропорта, что-то вроде бы. Ну, как сейчас мы видим, уже, по-моему, недели назад почистили уже. Ну, это не работает вообще, не работает. Если бы было бы нормально, было бы, конечно, для детей тоже безопасно. Кстати, школа тут совсем неподалеку. Наличие светофора не спасает, пешеходной дорожки нет, как и знака. А недобросовестные водители так и норовят проехать даже на красный. Анастасия Соболева, Асхат Касымбеков, НТС. Еще 2 жертвы ДТП, молодая женщина и ее годовалый ребенок. Эта автокатастрофа случилась на Иссык-Куле. Как сообщили в Минздраве, авария произошла в районе села Барбулак. Пострадали 9 человек. 1 был госпитализирован в больницу города Балыкчи. Еще 6 доставили в Тонскую территориальную больницу. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, оба марки Mercedes-Benz. В результате лобового столкновения женщина, находившаяся в легковушке, скончалась на месте. Мальчик умер позже в больнице. Сотрудники ГКНБ задержали предполагаемого члена международной террористической организации. По данным Госкомитета нацбезопасности, мужчина, гражданин одной из стран СНГ, планировал организовать канал переправки кыргызстанцев в зоны вооруженных конфликтов. В своей стране он уже объявлен в розыск за ряд совершенных там преступлений. Выяснилось, что задержанный планировал остаться в Кыргызстане, чтобы переправлять граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. По официальным данным, в боевых действиях на территории Ирака и Сирии находится более 500 наших граждан. В местах лишения свободы за терроризм и экстремизм отбывают наказание уже 185 человек. О достигнутых договоренностях и развитии отношений с другими государствами сегодня президенту рассказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Он проинформировал Алмазбека Атамбаева об итогах переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, в том числе и Европейского Союза. В рамках этих переговоров дипломаты обсуждали актуальные вопросы сотрудничества, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых ранее. Рассказал руководитель МИДа и об электронных визах, информация о введении которых появилась накануне. По словам Абдылдаева, этот альтернативный способ позволит иностранцам в течение 3 дней с момента обращения получать туристические и деловые визы в нашу республику. Алмазбек Атамбаев, в свою очередь, дал главе МИДа ряд поручений, касающихся проведения эффективной внешней политики, и подчеркнул, что любое действие или решение должно быть основано на национальных интересах государства. Президент наложил вето на поправки в закон о трансформации земель. Напомню, документ принят законодателями 29 июня. Речь идет об изменении статуса участков земель сельхозназначения на пригодные для строительства. Правительство хотело этим документом узаконить земли, получившие все необходимые документы до июня 2009 года. Однако в процессе обсуждения депутаты настолько расширили перечень земель, что под трансформацию попадали абсолютно любые земли в стране. Кроме того, в законе не были четко прописаны механизмы трансформации, что оставляло лазейки для коррупции. Эксперты считают, что закон в таком виде был принят под влиянием заинтересованных групп. Под предлогом защиты интересов граждан некие лица пытались узаконить и захваченные земли. Подробности в нашем следующем сюжете. 47 тысяч семей сегодня ждут принятия закона о трансформации земель. Вокруг Бишкека таких участков около 12 тысяч. Большинство из этих наделов получено законно. Есть все необходимые документы, но начать строительство не разрешает запрет. Кто-то, махнув на чиновников, давно начал застраивать свои земли. Кто-то по-прежнему ждет разрешения. Мы уже много лет ждем этого решения. Наш жилмассив появился в 2006 году. Раньше здесь были багарные земли. Владельцам они были невыгодны, и они их распродали по участкам. Практически все, кто здесь сейчас живет, добросовестные покупатели. И АИЛ-КМТУ, и другие органы были в курсе этого. У многих есть даже красные книги, кто успел до моратория. Сюда провели и свет, и транспорт пустили. Поэтому мы ждем, когда сможем узаконить свои дома.
Члены движения за трансформацию уже много лет добиваются отмены запрета. Удалось даже создать межведомственную комиссию, которая разработала реестр таких участков. Пересчитали всех не только по наделам, но и расписали пофамильно. Документ был подготовлен так, что вписать в него каких-то иных дольщиков было невозможно. Однако правительство решило не пользоваться собранными данными. В результате внесенный законопроект был разработан таким образом, что давал безграничные возможности для коррупционеров. Окончательный текст принятого закона предполагал, чтобы практически открывал дверь для всех, для перевода всех земельных участков, которые так или иначе были и до 2009 года, и после уже, и тем самым практически открывалась дверь для всех этих и захватов, и незаконных построений, для совершения незаконного строительства. Ведь речь идет о землях особо ценных. Это орошаемая пашня, количество которых очень ограничено. И такой вот широкий жест, дарящий эти земли для строительства, наверное же, как минимум создает большой риск для продовольственной безопасности страны. Члены движения говорят, необдуманные действия чиновников Кабмина привели к тому, что сегодня документ снова придется пересматривать в парламенте. Возможно, что на этот раз реестр все-таки будет использован. Если бы рассматривался этот законопроект в рамке утвержденного межведомственной комиссией реестром, там никаких коррупционных элементов не должно быть и не может быть. Потому что там конкретно, поадресно, пофамильно все указано в реестре. А по варианту правительства, если пойдет, она там, как президент указал, там круг будет расширяться и расширяться. И они добьются того, что сейчас весь Кыргызстан начнет такую массовую хаотичную застройку. Эксперты говорят, нужно добиться того, чтобы документ не был использован в корыстных целях. Для примера, в Российской Федерации на душу населения приходится по 1 гектару пашни. В Казахстане по 2 гектара пашни на душу населения. У нас 13 сотых. А на юге Кыргызстана 5 сотых. Мы должны беречь как зеницу ока и передать будущим поколениям земли в таком состоянии, каком мы их приняли. К вопросу трансформации земель парламент вернется осенью. Для этого Джигурку Кенеш совместно с правительством должен будет создать согласительную комиссию, которой предстоит выработать вариант, который бы устроил все стороны и соответствовал закону. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. Уже завтра наши бизнесмены заживут по новым правилам. 12 августа – дата, отмеченная для них красным цветом. Ведь на этот день назначено вступление в силу еще 18 техрегламентов, действующих на просторах ЕАЭС. Они коснутся практически всех товаров, от продуктов питания, заканчивая одеждой и игрушками. На подготовку к игре по общим правилам нашей экономики отвели 2 года. Из имеющегося 2 ветлаборатории фитосанитарные пока запаздывают. Тем, кто давно работает на экспорт, испытать какие-то серьезные перетрубации не придется. В напряжении производители, работавшие на внутренний рынок. С завтрашнего дня у Кыргызстана, как у участника ЕАЭС, не будет больше никаких послаблений. Как внутри страны, так и на территории всего Союза вступят в силу общие техрегламенты. В Минэкономике уверяют, что изменения не сильно скажутся на производителях, экспортирующих свою продукцию. Ведь они уже давно руководствуются этими критериями. Другое дело те, кто работает на внутренний рынок, в особенности малый бизнес, производство которого работало по внутренним стандартам. Но им дадут время на адаптацию. Мы специально сейчас провели работу для того, чтобы наши надзорные органы делали все необходимое для того, чтобы обучать в первую очередь. Вот у них есть 2 важные функции. Это не только надзор и контроль, это еще и обучение. То есть они еще полгода будут наши предприятия обучать, ни в коем случае не штрафовать, не применять меры взыскания, а именно проводить подготовительную работу, чтобы они могли полностью адаптироваться к новым техническим регламентам. Важный момент, сопутствующий новым техрегламентам ЕАЭС на пищевую продукцию, это внедрение на предприятиях системы менеджмента ХАЗ, системы качества, контролирующей изготовление продукции на всех этапах производства. Причем производители обязаны не только исследовать свой собственный продукт, но и применять эту систему и ее требования к поставщикам сырья.
Но с внедрением ХАСП, как считают специалисты, в стране могут возникнуть проблемы. Эта система для нашей страны, для наших предпринимателей новая. Это проблема маленьких и среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса. В чем проблема? В чем суть проблемы? Это первое — финансирование. То есть у наших малые предприятия, которые работают на наш рынок, у них финансовая недостаточность, возможно. Несмотря на то, что до нововведения осталось всего ничего, 3 фитосанитарные лаборатории на данный момент в процессе модернизации. Еще несколько строятся за счет российского и казахского грантов. Однако готовы они будут только к концу года. Немногим лучше ситуация с ветеринарными лабораториями. Несмотря на то, что обещалось для каждой области по одной, пока полноценно работают только 2. Одна на юге, другая на севере. Однако специалисты утверждают, что сделать все анализы в одном месте невозможно. Придется посетить несколько лабораторий, чтобы получить сертификат на вывоз продукции в ближнее зарубежье. Даже те испытания, которые могут проводиться в наших лабораториях, они делаются в разных лабораториях. То есть, образно, если вы баткенский реколот или как, садовод, да, и вы решили баткенскую курагу вывести, так сказать, на экспорт в Россию или в Казахстан, то вы должны пройти порядка 5-7 лабораторий. Туда пойти один анализ сделать, сюда пойти другой, еще куда-то еще третий, и вот так. Технический регламент ЕАЭС для нашей страны – это как проверка на прочность. 2 года было дано Кыргызстану, чтобы легко адаптироваться к новым реалиям. Но, как выяснилось, и этого срока для чиновников оказалось мало. Многие специалисты сходятся во мнении, что стране понадобится еще время. Анастасия Соболева, Алтынбек Канабекулу, НТС. Общая сумма переданных мигрантами домой денег перевалила за $1 миллиард. Таковы итоги первого полугодия, о которых сообщили в Национальном банке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма возросла. Только из России поступило более $1 миллиарда, тогда как с января по июль 2016 года в Кыргызстан прислали $820 миллионов. Еще $2 миллиона наши соотечественники заработали в Казахстане. Остальные средства поступили из дальнего зарубежья. По официальным данным, в трудовой миграции из Кыргызстана находится более 700 тысяч человек. Неофициально за рубежом трудится более 1 миллиона кыргызстанцев, 80% из них в России. Больше не значит лучше. Руководствоваться такой мыслью, похоже, решили каракульские депутаты. Накануне стало известно, что на сессии Горкинеша ими рассматривалось предложение о введении моратория на строительство мечетей на частных участках в пределах города. Тех 10 религиозных храмов, что уже имеются, вполне достаточно для немногочисленного населения городка, считают нардепы. Приостановить массовое возведение молельных домов одобряют и в Госкомрелигии. Строительство на муниципальных землях давно контролируется. А вот усмирить их появление на частной собственности пока не удается. В данный момент по республике насчитывается более 2500 мечетей, еще около 300 незарегистрированных. Более 2500 мечетей насчитывается по всей республике. И это только те, которые официально зарегистрированы. Еще 3500 регистрацию не прошли. Получается, функционируют нелегально. Самое большое количество молелин расположилось в Аше – 926, меньшее в Нарыне – 114. При этом появление религиозных храмов на частной территории, то как и в каком месте они возводятся, должным образом не регулирует ни одно ведомство. Это значит, что любой желающий на принадлежащих ему метрах может построить свою собственную мечеть. Сейчас много же частных лиц, которые собираются строить мечети. Я думаю, что было бы целесообразнее направить эти деньги в строительство каких-то социальных объектов. В данное время разрабатываем проект постановления правительства о мерах по упорядочиванию процесса строительства религиозных объектов. Именно на данный момент он находится на стадии согласования. И вот в этом проекте как раз-таки будут заложены нормы, да, то есть будут заложены критерии для строительства мечети. То есть это будет 3 варианта: малая, средняя и большая мечеть. Мы считаем, что количество мечетей, в принципе, уже
достаточно. То есть в каждом населенном пункте они есть. Согласно постановлению Государственной комиссии по делам религий, строительство должно производиться из расчета одна мечеть на 2000 человек. При этом важно учитывать специфику населения и количество людей, проживающего в том или ином районе. Так, например, в городе Каракол Исыкульской области предлагают ввести мораторий на строительство мечетей. По словам главы администрации города Эрлана Айсаракунова, в облцентре всего 65 тысяч человек и уже есть десяток довольно крупных мечетей. Сейчас обсуждается концепция генерального плана Каракола. Когда он будет утвержден, мы сможем понять, сколько нам нужно детских садов, школ и тех же мечетей в городе. Мы не против строительства мечетей, хотя их действительно достаточно. У нас строятся молельные заведения, на которые есть официальные разрешения, выданные центральной мечетью, но незаконных больше. Мы не знаем, на чьи деньги они возводятся и проверял ли их Госкомитет национальной безопасности на предмет, не ведут ли они запрещенную религиозную деятельность. Ну и в принципе мы хотим, чтобы не было беспорядочного строительства. По словам священнослужителей, в Священном Писании нет строгого положения о количестве мечетей, есть скорее рекомендации. По шариату не запрещено строить мечети или как-либо ограничивать их количество. Сколько требуется людям домов для обращения к Богу, столько и должно их быть. Однако в Коране сказано, что вместо того, чтобы на каждой улице строить маленькие мечети, лучше построить одну большую на целый район. Все желающие должны иметь место, где можно было бы обратиться с молитвой к Всевышнему. Только в столице насчитывается 35 мусульманских храмов. 3 самые крупные мечети располагаются на расстоянии 2 километров друг от друга. Если сравнить количество образовательных и религиозных заведений в светском Кыргызстане, последних оказалось на порядок больше. Так, на 2218 школ приходится 2546 мечетей. Сабина Дамаскина, Алтынбек Канабекулу, НТС. Живут и ладно. Такое отношение к себе больше не в силах терпеть жители села Фуркат, расположенного в сельском округе Шарк Карасуйского района. Сотни семей еще 8 лет назад предложили обосноваться на окраине этого поселка. Однако все эти годы они так и проживают, будто на краю географии, хотя до самой южной столицы тут рукой подать. Дорог нет, электрические столбы покосились, так что ходить мимо них опасно. О чистой воде и говорить не приходится. Впрочем, в Айлыкмыту и теперь ничего не обещают. Сельская управа дотационная, а с водой, говорят в администрации села, проблемы не только здесь. По официальным данным, 40% населения, проживающих в сельской местности в стране, не обеспечены чистой питьевой водой. Вот состояние наших дорог. По ним даже пешком в дождливую погоду не пройдешь, не то что на машине проехать. Люди на работу идут в резиновых сапогах. Дойдя до трассы, меняют обувь и возвращаются также переобувшись. Грязь и слякоть кругом. Первые жители на участок медресе села Фуркат Карасуйского района Ошской области переехали в 2009 году. Уже построено более 300 домов, но число семей, которые постоянно здесь проживают, около 150. Несмотря на то, что село образовано более 7 лет назад, каких-то сдвигов в решении социальных и инфраструктурных проблем не наблюдается. Главная беда – отсутствие питьевой воды. Жители употребляют воду из канала Южный, который протекает через весь город Ош. Но а нерадивые горожане без зазрения совести бросают в него и пищевые, и прочие отходы. В воде плавают черви, а рыки текут онадыра. Чего только не выбрасывают туда горожане. Там и трупы животных, и памперсы приплывают, и из канализации сливы идут в эти же арыки. У детей постоянно выявляют кишечные заболевания. В селе лишь один трансформатор, и тот куплен на средства, которые с трудом собрали сами жители. Электрические столбы сделали и установили тоже сами жители. Нет в селе ни школы, ни садика, ни элементарного медпункта. Столбы у нас самодельные, многие уже не раз падали, как ветер подует. Каждый раз опасаемся, вдруг упадут на кого-нибудь, убьет, а провода пообрывает, так вообще не миновать беды. Было бы хорошо, если бы построили нам садик, школу, медпункт какой-нибудь. Не ходит к нам и общественный транспорт, а самое главное, конечно, вопрос с питьевой водой. Местные администрации лишь разводят руками. Обещать решить все эти проблемы они не берутся, не хотят обманывать народ, ведь сельская управа дотационная. Однако искать решение все равно продолжат и рассмотрят ситуацию с селом на ближайшей сессии местного кеңеша. Гульджана Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош.
Чудо-юдо машина-зверь, лохматая, рогатая и совсем небольшая, потому что малолитражка. Такой необычный транспорт горожане вот уже несколько дней встречают на улицах нашего Бишкека. Выяснилось, машинка-иностранка, как и ее хозяева-участники ралли в Монголию. Это команда Team Jackie Mu Art. За штурвалом Грэм Донаха. Ребята, как и другие 218 команд, едут из Великобритании. Финиш в Улан-Баторе. Этот путь путешественники, они же гонщики, должны преодолеть за 60 дней. Только карты и никакого GPS. Доехав до Бишкека, ребята с удовольствием остановились у своих знакомых и не перестают наслаждаться местной кухней и видами столицы. Завели четырехколесного коня и поехали. Итак, команда Грэма добралась из Великобритании до Бишкека за 26 дней. Столица Кыргызстана стала одной из точек на большом пути в Монголию. Именно там завершится монгольское ралли. Безумный автопробег на выживание на малолитражках. Я участник команды Jackie Mu Arts. Кроме нас участвуют еще 218 команд. Каждая придумала себе маршрут. Мы уже побывали в Бельгии, Венгрии, Турции, Румынии, Грузии, Азербайджане. Вчера ночью мы приехали в Бишкек. Итого посетили уже 17 стран мира. Расстояние, которое мы преодолеем, когда доберемся до Монголии, 10 тысяч миль. Использовать навигаторы в этом путешествии нельзя. Команда, принимающая участие в этом ралли, старается находить больше приключений на свою голову. Это главное условие. Одно из запомнившихся нам событий произошло в Румынии. За нашей машиной следовала полиция. Потом нас обогнали и перерезали нам путь. Мы очень испугались, а правоохранители всего лишь хотели с нами сфотографироваться. Вот такой вот смешной случай. Жители городов и селений, в которых бывают участники монгольского ралли, хотят сделать с ними снимки еще и по другому поводу. Машина, на которой путешествует команда Грэма, выглядит очень забавно. В какой стране бы мы ни побывали, на нас обращают внимание. Многие смеются. Эту мохнатую машину мы назвали «Морак». Украсить ее попросили художницу. Она очень удивилась этому предложению. У нее на ферме 23 коровы. Увидев такой автомобиль, буренки подошли и обнюхали ее. У быка была иная реакция. Он, наверное, подумал, это настоящая корова. Следующая точка на пути команды – Казахстан. Каждая страна участникам не знакома, поэтому и причин с дистанции сойти много. Бездорожье, жара, горные перевалы, реки. В прошлом году из 300 экипажей до Монголии добралась только половина. Но каждый год монгольское ралли привлекает все больше и больше смельчаков. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС. На этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам приятных выходных. Оставайтесь на канале НТС. До свидания.